Александр Ефимович, ну все-таки, вот если бы мы действительно помнили о том, какой ценой был взят Берлин, мы бы, наверное, 100 тысяч раз подумали, брать ли Грозный. Я не прав? Я, наверное, наивен, да? Нет, вот я и говорю, мы не обучаем. Ну как же могло быть, чтобы Мы память не извлекаем историческая... опыта, вы знаете, мы не извлекаем. Вы знаете, я вам расскажу одну историю. Я, когда вот женился на Тане, счастье, и сказали, что где-то есть фабрика некая, которая делает по индивидуальным заказам, делает мебель. На завтра они пришли и принесли еще такую плоскую бутылку венгерского какого-то пойла, или такой ликер, что ли, вы помните, зеленый такой, венгерский. Я говорю, ну, Коля, как вы живете? Он говорит, я живу хорошо. Квартиру нам дали. Но как человек я жил всего в моей жизни 2 недели. Когда вот женился, да нет, причем тут? Это когда же? В 44-м. Я был в войсках, Серов, что ли? Я не знаю, в общем, какой-то МВДшный, какой-то КГБшный Был такой генерал. Серов. Мы в чеченские деревни въезжали на машинах таких сильных, там, по 20 человек в машине. Ночью въезжали, фары горят. У них это сакли называется. Такие сакли, знаете. Ну, хаты их. Ревут машины, фары горят. Мы с автоматами. И мы говорим, 15 минут на сборы, 5 килограмм в руки. Они такие черненькие, все бегают, кричат. А я стою с автоматом под этими фарами. И я чувствую, что я человек. Как вы считаете, после Чечни мы можем жить так, как мы жили с Ельциным же до Чечни? Нет. Нет, вы знаете, нет. Что значит мы? Мы это народ, Давайте мы это страна, мы это люди. экстраполировать, как красивое слово, да? Ну мы все. На все. меня. Вот Вы, я. ну, Нет, конечно. я не буду жить так, потому что я разочаровался в своем увлечении. Президентом. Да. Ну а как теперь жить? Вот как? Я не знаю, как жить. И у меня там нету людей, на которых я мог бы остановить взор с надеждой. Но у вас нет ощущения, что мы сейчас снова живем в незнакомой стране? Ну нет, кстати, уже очень хорошо знакомый, который хотелось бы забыть. Вот в чем дело. Но напоминают нам. Вот Грачев мне напомнил. Это сталинский совершенно был вариант. Дело в том, что Дудаев в белом фраке, а эти все в говне. Вот в чем дело. Но если бы вашего сына, вот пришла повестка в Чечню, вот вы бы как себя повели? Он солдат, он уже в армии. Вот Застрелился бы. Вы? Да. Потому что я не знаю, как спасать его. Значит, почему его товарищ должен идти, а он не должен. Как этот Грачев говорил, мальчики 18-летние умирали с улыбкой. Кто умирает с улыбкой? Ты военный человек. Кто умирает? С какой улыбкой? Смерть. Что может быть страшнее смерти 18-летнему человеку? И этот сидит какой-то гриб. Это кто гриб? Министры, силовики, какие-то, ну, хортики, ну, лица. Но это же наше правительство, это же наш демократ. Наше.